Мы встречаемся с Адгуром Ковой в Абхазском театре. Здесь он выходил на сцену ребенком. Сюда приезжал из всех своих творческих странствий и сюда вернулся год назад. Здесь же поставил 2 спектакля за пандемию «Дорогая Памела», «Ромео и Джульетта». Своим психологическим возрастом юбиляр называет 18 лет, отмечая, что тут главное реже смотреться в зеркало. А в целом сформированная в те годы личность никуда не делась, утверждает собеседник. При этом свои 18 он ассоциирует не с максималистскими историями, присущими этому возрасту. Я не из идеологизированных людей, да, и меня идеология всегда интересовала в последнюю очередь, да. Меня больше интересовали такие вещи, как творчество, свежесть, влюбленность, да, я не знаю, пейзажи, мысли, книги, музыка, да. Вот. Идеология, в том числе политика, да, меня интересовала в последнюю очередь. Если музыка, то рок, если работа, то отдаваться всецело, если кого и возить с собой по городам и странам, то внутреннего и вечного жителя Сухума. К счастью или к сожалению, да, я типичный абхазец, да. Я как вам сказать, я пропитан этим воздухом, да, я пропитан этой атмосферой, вне зависимости от того, сколько лет или где я провел на чужом месте, да. Я даже в больших городах типа Москвы, да, умудрялся ходить все равно сухумской походкой, никуда не спеша, и предпочитал идти на деловую встречу за 3 часа, да, но идти медленно, понимаете, да, а не лететь, высунув язык, да. То есть темпоритм такого курортного жителя, да, я пронес его через все свои странствия и ни разу ему не изменял. Окончив ГИТИС, 9 лет Адгур Кова проработал сначала режиссером, а позже художественным руководителем в Сухумском русском ТЮЗе, ныне Государственном русском театре драмы. В 1994-м режиссер уезжает постановщиком в Москву, а еще через 2 года отправляется работать преподавателем актерского мастерства в театральной школе Сан-Паулу в Бразилии. Ну, я туда ехал, как любой, наверное, советский молодой человек, обремененный кучей штампов, да, там где много диких обезьян, футбол, Пеле, да, что и самбо, да, вот какие-то такие вещи. И с первого же дня меня вот поразило то, что эти штампы стали быстро разрушаться. Потому что, например, да, выяснилось, что в моей среде, в которой я находился, это артистическая среда, самым страстным футбольным болельщиком был я. А все эти мои друзья бразильцы, с кем я сотрудничал, учил, преподавал, дальше они вообще-то были равнодушны. Хотя при этом все равно это нельзя сказать, конечно, что это не футбольная страна, потому что они могут быть равнодушными, но спросишь каждого из них, он четко тебе скажет, за какую команду он болеет. Родину, Абхазию, Адгур Кова называет своей идеальной средой обитания. При этом есть у нее свои особенности, которые можно вывести как в плюс, так и в минус. Это древняя земля, да, это память предков, да, это такая немножко маркесовщина, да, ты, особенно когда ты вот несколько лет был в странстве, потом вернулся хотя бы там на денек, ты вот, это невозможно передать словами, ты ощущаешь внутреннюю силу, которую в тебя вливает эта земля, да, вот она как будто как мать, я не знаю, да, тебя вот, во-первых, радостно встречает, обнимает и дает дополнительную энергию. Я это вот всегда ощущал чисто физически и ощущаю сейчас. Да. Я бы сказал, что Абхазия из того, что я видел на сегодняшний день, самая демократичная страна в мире. Да. В Абхазии можно все. Это плюс, на самом деле плюс, да, но и минус тоже, да, потому что, ну, как бы демократия зачастую превращается в такую анархию, в своеволие, в неуважение, как бы, свободы других людей, да, как бы, в отстаивании личной своей свободы, да. Вот в этом такая особенность, да. Это то, что характеризует, на мой взгляд, послевоенную Абхазию. Довоенная Абхазия такой не была. Абхазский театр режиссер называет своим вторым домом, которому всегда знал, что вернется. За творческим путем второго дома следил, где бы ни был, рассказывает Адгур Кова. Но дело в том, что в отличие от многих моих коллег, я, примерно лет 10 назад, да, я уже говорил то, что до сих пор считаю правильным, что нужно сделать с Абхазским театром, да, потому что, до сих пор, да, все люди, работающие в Абхазском театре и находящиеся вокруг Абхазского театра, все время ищут, кто более виноват в том, что с Абхазским театром такая катастрофа происходит на наших глазах. Если называть вещи своими именами, театр как
феномен культурный, как, я не знаю, как театр, отражающий жизнь, да, по Шекспиру, да, общество, да, он гибнет. Происходит абсолютная такая, вот, ну, на наших глазах он медленно, спокойно гибнет, да, и мы все смотрим и думаем, что с этим сделать. Большинство как бы, людей, вовлеченных в этот процесс, почему-то считают, что вот они правы, а там противоположная сторона не права. Да. Я, может быть, из-за того, что я со стороны на все это смотрел, да, но сейчас-то уже не со стороны, сейчас я уже, ну, слава богу, год это достаточный срок, чтобы понять ситуацию изнутри, да. Я считаю, что у каждого своя правда, и у каждого своя неправда. Здесь все правы и виноваты примерно одинаково. И здесь все настолько это запутано за долгие годы, если не десятилетия вообще-то. Понимаете, да, что как бы выход из кризиса, назначить какого-то правильного человека и мгновенно все разрешится, это иллюзия. Да. Неиллюзорными мерами от Гурковы уверенно и поступательно называют уже не раз озвученное им публично предложение уволить весь штат и заново набрать всех без исключения, только на контрактной основе. Именно на идею всех уволить, по словам режиссера, многие обиделись, как будто не расслышав вторую часть, про обратный прием, только с обязательным контрактом. На сегодняшний день любой член этого коллектива прекрасно знает, что он может не выходить на работу, что он может отказываться от своих служебных обязанностей, и ему за это ничего не будет. Чуть что не по нем, он может бастовать, объявлять голодовку, грозить кровопролитием и массу всяких литературных, театральных вещей, да, которых, видимо, не хватает ему в жизни, так как от работы он или она отошли давно. Понимаете, да? И все эти вещи, они как бы провоцируются, поддерживаются и продолжаются. Да? Поэтому для любого члена данного коллектива, хорошего, плохого, я сейчас не говорю, это то, что предлагаю я, безусловно, радикально. Понимаете? Потому что они привыкли вот как бы находиться в этом состоянии, в том, что они могут делать все, что угодно, или не делать ничего, да, и им за это ничего не будет. Их будут гладить по головке, вызывать высокие кабинеты, выслушивать внимательно, кормить печеньками, да, обещать что-то, да, просить подождать, потерпеть, да, то есть общаться не как с взрослыми людьми, с взрослыми, ответственными людьми, да, а как со старшей группой детского сада. Поэтому тут, как вот есть правда и неправда людей внутри коллектива, есть, знаете, там, где правые и неправые власть придержащие, да, потому что они допустили такую ситуацию и на некоторых этапах ее и поощряли. Да. Поэтому, безусловно, эта реформа, которую предлагаю я, она радикальна для них, для всех. На это надо решиться, на это надо иметь мужество. Кроме театра, всю жизнь от Гурковой ничем не занимался и в своей сфере объективно считает себя профессионально подготовленным человеком. Говорит, что готов поддержать каждого, кто возьмется за театральную реформу. С новым руководством уже тоже делился своими взглядами. После представления нового генерального директора труппе, да, на следующий день я по своей инициативе я пошел, поздравил человека, да, нового человека, мне незнакомого, да, Алхас Дмитриевич, мы с ним не были знакомы, ни разу не пересекались в этой жизни, да. У нас состоялась, ну, такая, ну, как бы доброжелательная беседа, да, в которой я ему рассказал о своей позиции, да, о том, чтобы он знал бы о ней, да, и в то же время я, естественно, сказал, что в любом вашем начинании, чем смогу, я тем помогу, да, поддержу, лишь бы это на пользу пошло театру. Вот, собственно говоря, уровень моего знакомства с новым руководством. Тут дело не в Алхасе Дмитриевиче, тут дело не в Адгуре Михайловиче, тут дело не... Понимаете, тут дело не в личностях, которых назначают на те или иные руководящие должности. Понимаете, да? Тут дело в том, что это попытка успокоить театр. У меня другая сверхзадача – спасти театр. А для того, чтобы спасти театр, его надо предварительно расформировать. И только потом собрать заново. Тогда уже можно говорить о кандидатурах и так дальше. А сейчас это такая расстрельная должность, да, и которая, ну, на мой взгляд, да, от которой, ну, мало толку. На вопрос, почему за рубежом, где зачастую театральная среда тоже известна как точка достаточно взрывоопасная по части внутренних скандалов, системе удается работать не останавливаясь, а у нас все так, как есть, от Гурковой отвечает. Дело в том, что в каждой профессии, да, существуют, ну, как бы законы прописанные и законы неписанные.
но которые иногда работают гораздо серьезнее. Да? Также и вот в нашем ремесле, в театральном, да, есть такие законы. Чтобы вы правильно поняли, о чем я говорю, и чтобы я вот понятно ответил бы на ваш вопрос, да, я вам приведу пример из моей молодости. Я когда-то в Сухуми, я уже его приводил, извиняюсь за повтор, да, но он очень характерный. Да. Это было в сухумском еще тюзе, русском тюзе, да, который еще пока не стал драмой. Мы репетировали какую-то пьесу, у меня были заняты актеры, и там образовался любовный треугольник. Муж, жена, любовник, да. Они все заняты у меня, они все актеры, да. Я с ними со всеми работаю, да. Как проходила работа? Они выходили на площадку, репетиция идет, они честно пашут, да. Уходят за кулисы и начинают выяснять отношения вплоть до мордобоя. Потом блокируют синяки, понимаете, да, и выскакивают обратно. Я был последний, я режиссер спектакля, я был последний, который узнал об этом конфликте, о котором знал весь театр. Почему? Потому что они не позволяли этот конфликт вынести на сцену. Они оставляли его за кулисами, как профессиональные люди. Они соблюдали неписанные законы театра. На сцену грязь выносить, личные отношения выносить нельзя ни в коем случае. Понимаете? Это не неписанные законы в Абхазском театре нарушенные. Анализировать прожитые годы и подводить промежуточные итоги Отгуркова перестал по собственным воспоминаниям еще лет 15 назад. С годами кажется, что все ситуации уже были, и эту жизнь ты уже жил, и остается только фокусироваться на главном. Во-первых, мне никогда не казалось, что я доживу до старости. Мне казалось, что я живу так насыщенно, что просто не хватит энергии. Да? Знаете, как это рок-н-ролльное правило, да? Там, живи легко, умри молодым. Во-вторых, понимаете, я не боялся старости, но я всегда боялся, я не знаю, в 20 лет я боялся, когда мне стукнет 30. Да. Мне казалось, это какая-то такая вот серьезная дата, вот, знаете, страх был такой, да. Потом стукнуло 30, и вроде ничего, жить можно, да, и так далее. Ну и так дальше, да. Потом я успокоился, да, и понял, что в каждом возрасте есть своя прелесть, да, и главное ведь сохранять свежесть чувств внутри себя, да. Если ты это сохраняешь, да, то жизнь не перестает становиться интересной для тебя. А если ты занимаешься творчеством, а я, слава Богу, да, всю жизнь занимаюсь творчеством, ты всегда общаешься, во-первых, с умными людьми, поскольку любой драматург, любой писатель, это прежде всего умный человек. Понимаете, да? И ты, пытаясь разгадать то, что он хотел передать этому миру, да, ты становишься с ним, как ни странно, на одной волне. Как это может быть скучно? Это очень интересно. Свои 60 Отгуркова встречает так, как жил всю жизнь, истинным жителем Сухума, никуда не торопясь и думая о творчестве. И еще том, как сделать его возможным. Элеонора Гилаян, Георгий Кутарба, Абада ТВ.